Здравствуйте, в эфире новости, в студии Султания Ситакаева. Сегодня в программе. Дорога Саки-Орловка открылась после ремонта. Новая молельная комната открылась в Евпатории. 80-летний юбилей отметил заслуженный артист Украины и Узбекистана Реза Юсуф. В Симферополе прошла премьера оперы Джузеппе Верди. 32 команды со всей России приняли участие в Национальной студенческой футбольной лиге в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов торжественно запустил движение по дороге Саки-Орловка. Здесь провели капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это выделили почти 770 миллионов рублей. Строительство закончили раньше срока. О качестве и объемах работ расскажет наш корреспондент Айше Шулакова. Проезд открыт. Старт дан. Глава Крыма Сергей Аксенов запускает движение по дороге Саки-Орловка после ремонта. Должны забыть, что такое плохие дороги. Право первыми проехать по уже официально открытой дороге получает колонна строительной техники. Трассу Саки-Орловка отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это из федерального бюджета выделили более 700 миллионов рублей. Протяженность дороги более 40 километров. Качество приличное, но это ремонтом, то есть прошли. Гарантийный срок службы, Сергей Васильевич, какой у нас? У нас получается по ремонту до 4 лет на верхние слои асфальта. На верхние слои асфальта. Но в любом случае, то есть сейчас будем смотреть, будет зона весового контроля в 2020 году, с тем, чтобы тяжелый транспорт не продавливал эти дороги, сделаны. Ремонт дороги закончили на 2 недели раньше. На объекте полностью завершили укладку асфальта. На данный момент строители благоустраивают прилегающую территорию. Знаки дорожные тоже на завершающей стадии, до конца недели тоже все будут основаны, так же, как и автобусные павильоны. Мы еще по автобусным павильонам тоже немного работы не закончили, хотя все они у нас в наличии, все завезены, расставлены, остался монтаж. Когда заканчиваем? Все работы будут закончены до конца этой недели. До конца этой недели? Да. В следующем году компании ВАТ и Центр Дорстрой станут едиными подрядчиками строительства и ремонта всех дорог в Крыму. В этом году по нацпроекту планируют отремонтировать более 80 километров дорог. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Постановка на квартирный учет, улучшение жилищных условий, выдача жилья и оборудование пешеходного перехода. Вопросы, с которыми крымчане обращаются к депутату Госдумы Руслану Бальбеку, остаются практически неизменными. По словам Руслана Бальбека, 90% проблем населения можно решить на уровне органов местного самоуправления. А вот мастер спорта международного класса по армрестлингу Амитхан Абдураманов просит помощи в получении визы на международные соревнования. По словам спортсмена, из-за санкций он не может выступить на всемирных чемпионатах. Польша, Греция однозначно сразу отказывают и не принимают просто наши документы, когда узнают, что мы граждане Республики Крым. Французы в данном случае поступили чуть, скажем так, лояльнее, то, что приняли наши документы, но однозначно было и так уже понятно, что они нам откажут. И на самом деле нам отказали 5-6 спортсменам с Республики Крым, которые отобрались на чемпионат Европы и мира, и тем самым остались у себя на родине, не представляя интересы нашей страны на этих международных турнирах. Парламентарий взял все озвученные вопросы под личный контроль и пообещал решить в ближайшее время. За каждой проблемой стоит судьба людей, поэтому, конечно же, будем вникать и стараться помогать в каждом отдельно взятом случае. Вопросы инфраструктурного характера, они, конечно же, касаются всей республики, они где-то повторяются, но еще раз убеждаюсь в том, что необходимы устойчивые коммуникации и с депутатским корпусом на местах, чтобы они помогали аккумулировать всю проблемную информацию и доводить до центра принятия решений. Во второй молодежнинской школе прошел конкурс на знание основ ислама среди школьников. В нем приняли участие около 200 учеников со всего Крыма. Они прошли тестирование, отвечали на вопросы о жизнеописании пророка Мухаммеда, традициях и обрядах мусульман Крыма и о знаменитых личностях в истории ислама. Викторина на знание ислама и истории крымских ханов уже стала традиционной. Мы хотим, чтобы в первую очередь наши крымско-татарские дети знали историю Крыма, а также традиции и обычаи коренного народа, жившего на этой земле.
Тесты были на самом деле не очень сложные, потому что мы эти вопросы учим в школе, периодически на уроках истории. Мы занимаемся дома, потому что эта тема нам интересна. Мы должны знать историю своего народа, историю своей религии. И к тому же мы здесь не первый раз, и поэтому нам намного проще, чем детям, которые здесь впервые. Победитель конкурса получил ковер, за 2-е и 3-е места участникам вручили вазы. Такие конкурсы в Крыму проводятся уже в 3-й раз. Мы и дальше планируем их организовывать и в других школах. Комнату для совершения намаза открыли в Евпатории. Сооружение расположено в городском сквере имени Соколова. Помещение передали на баланс муфтиата при содействии администрации Евпатории и депутатского корпуса. Подробности в сюжете Руслана Минаева. В Евпатории для мусульман появилось новое место для совершения намаза. Сквер имени Соколова в центре Евпатории. Слева от меня находится городская больница, чуть дальше ЗАГС. Также в этом районе находится множество государственных учреждений. Это идеальное место для открытия молельной комнаты. Сегодня здесь совершают коллективный намаз. Помещение хоть и не новое, однако только сейчас здесь открыли молельную комнату и передали ее в пользование Духовного управления мусульман Крыма. Помогли в этом местные депутаты и администрация Евпатории. Долгое время эта дюрбе не бралась на баланс Духовного управления мусульман Крыма, так как не знали, что с этим помещением делать. Но вот было принято решение, и Духовное управление мусульман Крыма обратилось в администрацию города для того, чтобы здесь организовать молельную комнату. Слава Всевышнему! Сегодня наша дюрбе находится в самом центре, на самом красивом и видном месте Евпатории. И мы сегодня все вместе можем совершать здесь намаз. Потому что те мусульмане, которые живущие или не успевающие на намаз, которые находятся в Ханджами или находятся в микрорайоне Смолбей мечети, не успевающие на намаз или уходящее время намаза, они могут прийти и совершить в этой молельной комнате. На двери в молельную комнату установлен кодовый замок. Узнать его можно у местного имама. С улицы здание находится под видеонаблюдением. В зимний период для дополнительного комфорта комнату собираются отапливать. Рассматривается вопрос электрификации этой молельной комнаты. Будет утепляться, будут выполнены теплые полы. Молельная комната в сквере Соколова – первое в городе специализированное место для совершения намаза. Теперь мусульмане, которые работают рядом, смогут ежедневно укреплять связь со Всевышним. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Преград нет. В премии с таким названием примут участие почти 200 детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом сообщил Сергей Зырянов на заседании Организационного комитета и экспертного совета по подготовке и проведению ежегодного конкурса. Церемония пройдет 19 декабря 2019 года в зале Государственного академического музыкального театра. Приглашенный гость Софья Бабич, инвалид детства. Она прославилась на всю Россию своим вокальным талантом и сильным характером. Напомним, премия общественного признания «Преград нет» была впервые проведена в 2014 году. За эти годы в конкурсе приняло участие более 650 детей. Из них лауреатами премии стали 141 человек. Хочу отметить, что за этот период проведения премии дети стали достигать еще больших успехов не только в борьбе со своей болезнью, но и в творчестве. В этом году мы ожидаем участия около 500 детей из городов и районов республики в финальной церемонии, которых будут встречать и сопровождать волонтеры. В селе Морское Судакского округа началась долгожданная газификация. В первую очередь голубое топливо подключат к школе и детскому саду. На каком этапе сейчас строительные работы, узнавала наш корреспондент Айша Шулакова. Каждое утро Нури Минанов колет дрова, чтобы растопить котел. За один отопительный сезон мужчина тратит более 40 тысяч рублей на жесткое топливо. Это 3 тонны угля и 2 машины дров. Вот так я ношу дрова, чтобы согреть дом своей семьи. Нури Минанов живет в Морском более 25 лет. То, что еще 2 года назад казалось несбыточной мечтой, сегодня становится реальностью. Наконец-то у нас в доме будет тепло. То я с утра до вечера, я как истопник. Мне сын говорит, 2 высших образования, говорит, кочегаром работает. В селе Морское проживает более 2500 человек, а это почти 900 семей. Каждая из них с нетерпением ждет подведения голубого топлива к своим домам. Сейчас рабочие приступили к первому этапу строительства газопровода. На объекте работает экскаватор и бригада газовиков. Они прокладывают трубы высокого и низкого давления.
На газификацию морского по программе ФЦП выделили более 200 миллионов рублей. Заказчик Крымгазсети. В первую очередь газ подключат к школе и детскому саду. Сегодня мы видим с вами реализацию первой очереди. Она нацелена на то, чтобы проложить непосредственно линию от точки врезки до нашей школы и садика, чтобы социальные объекты были газифицированы в первую очередь. Дальше вторая, третья очередь газифицируются оставшиеся улицы села. А все село газифицируют уже в течение следующего года. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет». 2 новых скважины пробурили в селах Красногвардейское и Пчельники Советского района. На строительство из республиканского бюджета выделили 5 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев. Теперь регион обеспечен водой почти на 100%. Вскрыли на 45 метров, 16 кубических метров в час, 384 кубических метров в сутки, что позволит обеспечить потребности в питьевой и хозяйственно-бытовой воде всего села. Всего до конца этого года по Крыму заработают 8 скважин, 6 из них в Советском районе. 7-летнему Руслану Сейдалиеву нужна помощь. У мальчика острый миелобластный лейкоз. Лечение начали в Симферополе, продолжают в Москве, где он находится вместе с мамой Дариной. Папа с младшей сестрой остались в Крыму. Подробности в сюжете Руслана Минаева. Каждое утро 7-летний Руслан Сейдалиев старается начинать с зарядки на тренажере. Хочет заниматься единоборствами, но пока не может. Мальчику диагностировали острый миелобластный лейкоз. Болезнь обнаружили в мае этого года при прохождении комиссии в школе. Осенью Руслан должен был пойти в 1 класс. Однако результаты анализов крови изменили планы. Направили на консультацию к гематологу. Там уже после консультации сказали, что подозрение на лейкоз, отправили в отделение на Титова. Лечение в Симферополе результатов не дало. После 2 блоков химиотерапии врачи сказали, что нужна пересадка костного мозга. Уже в сентябре мы прилетели в Москву. Здесь получили еще 1 блок химиотерапии. И, соответственно, 13 числа у нас была пересадка костного мозга. После пересадки вся иммунная система полностью заменяется на донорскую. Это долгий и затратный процесс. Когда начнут подниматься показатели крови, нас отправят в пансионат при центре. И дальше там уже будут наблюдать за состоянием. В Ялте в поддержку семьи Сейдалиевых провели благотворительный вечер. Перед гостями выступили крымско-татарские ансамбли «Фидан» и «Четырдах», а музыканты сыграли национальную музыку. Руслан с мамой Дариной наблюдали за происходящим по видеосвязи. По итогам вечера собранные средства передадут матери Руслана Сейдалиева. Все средства непосредственно будут направлены Руслану. Сегодня, скажем так, дан старт сбором. То есть сегодня будет счет выдан, куда будут направляться все средства. Непосредственно на связи с нами мама. Семье Сейдалиевых все еще нужна помощь. Каждый, кому не безразлична судьба Руслана, может откликнуться. Реквизиты банковской карты вы видите на своих экранах. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». В Крымско-Татарском государственном академическом театре отметили юбилей Резы Юсуфа. Заслуженному артисту Узбекистана, заслуженному деятелю искусства Украины исполнилось 80 лет. Гости со всего Крыма поздравили мастера художественного слова. На мероприятии выступили крымско-татарские коллективы и солисты. На торжестве побывала наш корреспондент Диана Бекмамбетова. Ярко, насыщенно и с крымско-татарским национальным колоритом. Свой юбилей празднует заслуженный артист Узбекистана, заслуженный деятель искусства Украины Реза Юсуф. Поэту Резе Юсуфу исполнилось 80 лет. В Крымско-татарском государственном академическом театре собрались друзья и коллеги юбиляра. Значимый артист. Мы сегодня поздравляем его с юбилеем. Деятели искусства со всего Крыма поздравляют Резу Юсуфа. На сцене звучат красивые мелодии, теплые и трогательные слова. А также праздник украшают национальные танцы. Я думаю, что такие мероприятия должны быть. Это праздник для моего слушателя сегодня. Я мастер художественного слова, поэтому мне сегодня немножко волнительно.
«Сердце матери» обладатель баритонного тембра Риза Юсуф читает одно из своих самых известных произведений. Это стихотворение о нелегкой судьбе женщины в годы Великой Отечественной войны. С этим стихотворением Риза Юсуф выступал в библиотеке имени Гаспринского. Там проводили воспитательное мероприятие под названием «Неизвестные страницы Великой Отечественной войны». С интересом слушали стихотворение, которое читал Риза Юсуф. Даже если не понимая, мы понимали, что это стихи, прекрасные стихи, которые идут от всего сердца. Риза Юсуф родился в Белогорске в 1939 году. Его семью выслали в Узбекистан, когда ему было 4 года. Из всех братьев и сестер выжил только он. Однако нелегкая судьба не сломила его, а любовь к творчеству сделала его мастером художественного слова. Друзья отзываются о Ризе Юсуфе как о человеке верном своему долгу. Также они отмечают широкую любовь поэта к родной культуре и традициям. Первый сборник стихотворений Меншаир Дигилем вышел в 2005 году. 5 лет он работал главным дирижером Крымско-татарского театра. Его творчество отмечено дипломами и призами за границей. Действительно заслуженный человек. Он очень много проработал для того, чтобы наш крымско-татарский язык, наш фольклор продвигался все дальше и дальше. К поздравлениям присоединяется крымско-татарская певица Халиса Аблаева. Пусть ваше вдохновение будет неиссякаемым. Спасибо вам за то, что вы есть. Член Союза писателей Крыма Риза Юсуф в свои 80 полон сил и энтузиазма. В декабре он планирует поехать на гастроли в Румынию и Турцию. Диана Бекмамбетова, Рамазан Аливапов, телеканал «Милет». Предкастинги детского развлекательного шоу на Первом Крымском «Таланты» уже прошли по всему Крыму, где из 300 конкурсантов отобрали 76 участников. Теперь принимают участие в телекастингах. В финал пройдут только 6 человек. Победитель будет один. Возраст конкурсантов от 7 до 14 лет. Отбор участников по 3 направлениям – вокал, хореография и оригинальный жанр. Финал конкурса пройдет 14 декабря в прямом эфире телеканала «Первый Крымский». Лучшего смогут отобрать крымчане, проголосовав по телефону. В Крыму почтили память воинов из Молдовы. К мемориальной доске на горе Мангуб возложили цветы представителей российских общин. Ее установили год назад в знак подвига 300 молдаван Штефана Великого. Подробности в сюжете Наджи Исаевой. Минута молчания и возложения цветов. У мемориальной доски на горе Мангуб собралось более 50 человек. Это представители крымских и московских автономий молдаван. Они чтут память о братстве жителей пещерного города и 300 воинов Штефана Великого. На наше мероприятие сегодня приехало с Москвы около 10 человек. Надеемся в дальнейшем, что наши гости будут, количество гостей будет увеличиваться. Памятную доску установили год назад. Проект разработали Федеральная национально-культурная автономия Молдаван России и региональная автономия Республики Крым ПЛАЙ. Вот мы каждый год будем сейчас здесь собираться. Сюда съезжаются не только с Крыма, но и с Москвы, и с Ростова, севера даже. Вот есть гости, представители молдавских общин. Мемориальный памятник посвящен событиям 1475 года. Именно тогда пещерный город находился в осаде. Дома пещеры с высокими потолками и вот такими вот окнами. Отсюда открывается просто невероятный вид на смешанный лес. 600 метров над уровнем моря. Это лучшее место для убежища. Не каждый враг мог так высоко забраться в горы. В Крыму Дни молдавской культуры отмечают уже в 4-й раз. Ежегодно организаторами мероприятия выступает Дом дружбы народов. Дом дружбы народов оказывает всевозможную помощь. Это и методическая помощь, организационная помощь всем национальным обществам, национальным автономиям Республики Крым, в том числе и молдавской автономии. Сегодня мы совместно проводим мероприятие, которое, я думаю, войдет в историю деятельности национально-культурной автономии молдаван Крыма. Работа по развитию и поддержке молдавской общины будет продолжаться. Наджи Исаева, Асан Зивадинов, телеканал «Милет».
Самая лучшая мама. В Симферополе прошел конкурс, посвященный Международному дню матери. 13 представительниц разных национальностей вместе со своими детьми рассказали об особенностях своей культуры и исполнении главной роли женщины – мамы. Подробнее в сюжете Севили Меметовой. На сцене 13 очаровательных женщин со своими детьми. Они соревнуются за звание «Самая лучшая мама». В программе мероприятия дефиле в национальных костюмах, приветствие, конкурс «Золотые руки» и творческое задание. Одним из самых главных являются два праздника – Курбан-Байрам и Ораза-Байрам. Зарема Сарлы для конкурса «Золотые руки» испекла национальную крымско-татарскую выпечку хурабье. Именно его мы готовим перед праздниками и угощаем наших бабушек и дедушек, хартаналарын, харбабаларын и наших, конечно же, гостей. Расскажите, пожалуйста, что будете делать в творческом конкурсе? Так как я являюсь руководителем крымско-татарского ансамбля «Чатырыда» хореографического, который находится в городе Алушта, мы подготовили сегодня творческий номер, театрализованный, с элементами хореографии. Цель конкурса – выявить и поощрить активных и творческих мам. Мы с вами знаем, что мамочки – это хозяюшки, они так натружены дома, что иногда мы забываем, что они и творческие личности. И сегодня мамочки это нам докажут. Они будут танцевать, петь, будут показывать свои увлечения, рукоделие. По словам председателя Госкомнадза Альберта Кангиева, который входил в состав жюри, в этом конкурсе нет победителей. Все мамы достойны наград и похвалы. У меня было такое чувство, посмотрев на этих прекрасных женщин, на их детей, и чувство, что будущее есть, причем оно такое красивое. Я всех поздравляю с сегодняшним днем. Сегодня нет первых, вторых, третьих мест. Все победители. В России международный праздник отмечают уже 20 лет. Каждый ребенок благодарит свою маму за подаренную жизнь, бесконечную заботу и любовь. Севили Меметова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В Евпатории прошло торжественное открытие 5-го тура Национальной студенческой футбольной лиги. В турнире принимают участие 32 команды со всей страны. От нашей республики на звание лучшей студенческой команды России претендует Крымский федеральный университет. Руслан Минаев расскажет об открытии турнира и первом матче крымчан. Крымский этап всероссийского турнира сборная КФУ начала матчем против сборной Кубанского университета, трехкратного чемпиона турнира. Кубанцы сразу оправдали звание фаворита, забив в начале матча. Еще раз отличные подачи от Зеки Алиева. После пропущенного гола крымчане перешли в контрнаступление, которое вылилось в ответный гол. Важнейший момент в нашем поединке 1-1. Владимир Сычевой. Параллельно матчу еще одна битва развернулась и на трибунах. Болельщики обеих команд выясняли, кто громче. Напряженный матч закончился для крымчан триумфом. Победа 5-3, которая вывела сборную КФУ в лидеры чемпионата. Всего в турнире принимают участие 32 команды. На этапе в Евпатории крымчане также сыграют с государственными университетами Тамбова и Орла. Каждый университет, согласно регламенту, проводит свой домашний турнир, если вы участвуете в Национальной студенческой лиге. Крымский мини-турнир – один из этапов всероссийского чемпионата. С каждым туром организаторы стараются расширять географию турнира. В октябре футболисты сборной КФУ провели 3 матча в Санкт-Петербурге, где одержали все победы. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо всей студенческой футбольной общественности от крымской, потому что это единственное соревнование, где наши крымские футболисты участвуют во всероссийских соревнованиях. Мы сегодня творим историю. Первый круг Национальной студенческой футбольной лиги завершился. Следующий тур стартует уже в марте. Начнут турнир в городе Краснодар. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Впервые в Крыму представили легендарную «Травиатту». Новая версия самого популярного произведения оперы Джузеппе Верди заиграла на главной сцене столицы в Государственном академическом музыкальном театре. За оркестровым пультом стоял маэстро с большой буквы, крымский дирижер Эльмира Мухтырем. Удалось ли режиссеру произведения воплотить свой идейный замысел, узнавала Наджия Исаева. До показа считанные минуты. Напряжение за кулисами возрастает. Гримеры наносят последние штрихи, а артисты разогреваются.
Актеры главных ролей приехали из Челябинска. Роль Альфреда играет Евгений Печенкин, а главную героиню Виолетту его супруга Анастасия. Для обоих это дебютные роли. Актеры уверяют, каждый выход на сцену – это работа над собой. 15 числа уже была премьера. И сегодня, я надеюсь, мы какую-то сделали работу над ошибками для себя. Да? Может, на премьере зритель не заметил каких-то шероховатостей, но для себя мы сделали. Надеюсь, что сегодня будет еще лучше, чем было. В труппе музыкального театра Анастасия поет давно. Партия в опере Верди стала исполнением давней мечты солистки. Постановку не отпускал зритель, наверное, полчаса нас с аплодисментами. Я не помню такого еще в Крыму, чтобы так долго зритель ликовал. Вот, поэтому прошло все замечательно. Мы надеемся, что сегодня будет еще лучше. Готовится к выходу и Зарема Меджитова. Сегодня она подруга Виолетты. Роль не из главных, но персонаж не менее яркий, говорит актриса. Все должно полностью соответствовать образу. Укладка, макияж, а главное – темперамент. Не было никаких проблем и преград каких-то. Сразу как пошло хорошо очень. И репетировать было довольно-таки легко. Сложностей не было, сложностей именно в моей постановке, в моей роли. История любви на сцене Академического музыкального театра разворачивалась в течение 3 часов. Счастье, страдания, отчаянные жесты. Итог оперы трагичен. Виолетта погибает от неизлечимой болезни. Оперу исполнили на языке оригинала с подстрочным переводом на экране. За оркестровым пультом стоял маэстро с большой буквы, крымский дирижер Эльмира Мухтарем. Под ее чутким руководством спектакль заиграл новыми красками. Готовились к премьере 2 месяца. В события 19 века зрители переносились прямо со входа. По задумке режиссера-постановщика спектакля Владимира Косова в фойе театра развернулась своеобразная инсталляция с больничными койками, медсестрами, врачом и странным персонажем, одетым во все белое. Это и есть новый герой по имени Некто. В инсценировке приняли участие артисты театра и студенты театрального колледжа. Это первая постановка Верди в Крыму. В Симферополь ради такого зрелища приехало около 500 человек. Надежда Исаева, Асан Дивадинов, телеканал Миллет. 28 ноября в Симферополе планируют запустить электрические сирены, а также передать по радио каналам речевое сообщение. Администрация города информирует население о внеплановой комплексной проверке системы централизованного оповещания. Также, обращаясь к горожанам, просят отнестись с пониманием и не предпринимать никаких действий. Это все новости на сегодня. После небольшой рекламы смотрите прогноз погоды на телеканале Миллет. Всего доброго!